ней расскажу. Мне сегодня ночью сделали презентацию, я вот честно вам скажу, я ее не видел, но мы вместе сейчас попробуем в ней разобраться. Давайте, как слайды листать? Я листаю. Крутилкой. О. Значит, цель проекта. У нашей экспедиции есть миссия. То есть мы не просто так едем, мы едем с миссией. Значит, нашу миссию мы видим в следующем. А вот если я так буду говорить, лучше будет, нет? Да? Давайте, а то микрофон выключить. Значит, мы хотим, первое, это показать нашим жителям нашей страны, насколько у нас красивая страна, насколько она многообразная, насколько она наша и родная. Поэтому мы стартовали в Барханах, Астрахани и закончим сопками Владивостока. И мы проедем весь этот путь, и мы плавно покажем, как страна меняется от запада на восток. Вторая миссия – это разрушить миф о том, что путешествовать по России дорого, страшно и тяжело. Это не так. Если вы хотите путешествовать по России, нужно просто сесть в машину, бросить рюкзак в багажник и поехать. Везде есть дороги, везде есть гостиницы, везде есть рестораны. У нас пока не было никаких проблем ни с едой, ни с ночлегом, ни с дорогами. Да, дороги иногда не очень хорошие, как, например, дорога вот Самары до Башкортостана, это было просто караул. Ярославль, Нижний Новгород тоже дороги не очень. По пути к вам мы тоже немножко потряслись, потому что ваши дороги тоже мы еще не все видели, но то, что видели, некоторые есть ничего участочки, а с некоторыми можно работать. Но это вот основная миссия, это то, зачем мы едем. Значит, как мы едем? Нет, я же сам рублю. Значит, наш маршрут пролегает от Астрахани до Владивостока. Мы пишем слово «Россия» нашим спутниковым навигатором. Как обычно это происходит? Вообще, откуда взялась идея? Значит, эту идею придумали ребята из Чебоксар, которые сидят за мной. Вот, Ян. Он подумал следующее, что обычно как мы действуем? Мы едем как в путешествие, в поход идем и записываем свой трек. Потом домой приходим, сливаем его на компьютер и смотрим, о, какой клевый трек получился. А почему не поступить наоборот? Почему не нарисовать сначала трек, а потом по нему не проехать? Мне кажется, идея абсолютно гениальная, там, как Facebook и Twitter, поэтому мы ее начали развивать. Когда стали писать слово, ничего кроме как Россия не получается на карте нашей, потому что в Якутии нет абсолютно дорог никаких, и там можно сделать только букву Я, а под Байкалом можно написать только букву И. Если мы заканчиваем на И-Я, то там Бог велел написать слово Россия. Отсюда возник проект Россия, вот этот красивый. Мы будем ехать 22 тысячи километров, это больше, чем половина экватора. Представьте, если мы из Ижевска сегодня выйдем ровно на запад, обогнем весь земной шар, сделаем кругосветное путешествие на уровне Ижевска и вернемся в Ижевск, это и будет 22 тысячи километров. То есть, по большому счету, мы осуществляем кругосветное путешествие просто на параллели Ижевска. Мы будем ехать 2 месяца. Это большой срок. Мы понимаем, что нам будет тяжело ехать каждый день, поэтому мы едем следующим образом. Мы где-то 6 дней едем, на 7-й день мы отдыхаем. То есть у нас в экспедиции тоже есть выходные. Значит, кто едет? У нас есть 3 экипажа. Первый экипаж это я и мой друг-фотограф в полосатой тельняшке Дмитрий Марков, замечательный, он ведет наш Инстаграм. Обязательно подпишитесь, Инстаграм /экспраша. Все у нас, все экспраша, от слова экспедиция Россия. Гениальные фотографии, он делает, нам выдали новый телефон LG, которого нет вообще ни у кого в России, его презентация будет только через 2 дня. Он у нас уже 2 недели, посмотрите, это обалденное качество. Еще со мной в машине едет Анастасия, это мой су-шеф, это менеджер проекта, это человек, который отвечает за все и виноват всегда, и виноват во всем. Во второй машине, это все, что касается постоянных членов экипажа. Во второй машине у нас ребята из Чебоксар, которые придумали этот проект. Они 3 года назад уже проехали в тестовом режиме букву «Р», но, как вы понимаете, осуществить проект такого масштаба достаточно сложно. Поэтому мы его сейчас делаем совместно. Это Ян, который придумал, это Дмитрий, который постоянно разговаривает по телефону и помогает нам решать все проблемы и делать всю коммуникацию, и Анна. Третья машина у нас хитрая, третья машина у нас гостевая, там люди постоянно меняются. У нас там есть 3 жесткие позиции. Первая позиция — это видеооператор. У нас первую часть маршрута ехал один видеооператор, сейчас сменился
едет второй. Это Иван, вот он стоит, он едет с нами, он прилетел специально из Сиднея для того, чтобы поехать с нами, он просто хотел поехать по своей стране, и это отличный шанс для него. Вторая позиция — это блогер, это человек, который описывает нашу экспедицию, и это Василий, который сидит вот здесь вот сзади. Это уже наш третий блогер за эту экспедицию. Почему мы меняем в гостевой машине людей? Потому что очень сложно 2 месяца людям вырваться на 2 месяца. Это мы как бы уже давно готовились к этому и решили. И третья позиция — это мисс Экспедиция. Сейчас с нами Мария. Значит, что это за девушка, что это за должность такая, мисс Экспедиция? А это девушка, которая нас вдохновляет, воодушевляет. Ее у нас не было до Самары, то есть как бы никто из девушек почему-то не хотел с нами ехать, все боялись. В Самаре на ресепшн мы поговорили с девушкой, сказали: поехали с нами, будешь мисс Экспедиция. Она согласилась, доехала до Уфы, утром вышла, сказала: знаете, что-то я себя плохо чувствую, пилюли дома забыла, не поеду. Пришлось искать новую мисс Экспедицию. Вот Машу мы нашли вчера в Уфе. Она с нами будет до Екатеринбурга. Дальше там будет другая девушка. В чем задача мисс Экспедиции? Основная ее задача, конечно, это наполнять сайт смородина.ком. Смородина от слова «смотри родину». Это некая энциклопедия достопримечательностей России, такой Википедия или русский TripAdvisor, который наполняют сами жители. У нас в России есть проблема. Проблема с освещением достопримечательностей городов. То есть, если я решаю поехать в Ижевск, зачем мне сюда ехать? То есть, нужна какая-то фишка основная, ради чего люди поедут к вам отдыхать. После того, как они выберут основную фишку, когда он приехал в командировку или еще что-то, я не знаю, там приехал на вашем пруду рыбу половить, если там еще осталось что-то, он должен посмотреть, а есть что-то, чем еще он может заняться.